10 класс. Урок русского языка и литературы. Тема урока «Жизнь и творчество» Чингиза Турикуловича Айтматова. Сегодня, ребята, вы будете знакомиться с жизнью и творчеством киргизского писателя Чингиза Турикуловича Айтматова. Заполните хронологическую таблицу по жизни и творчеству Чингиза Айтматова. Вчерашние не могут знать, что происходит сегодня, но сегодняшние знают, что происходило вчера, а завтра сегодняшние станут вчерашними, пишет Чингиз Турикулович Айтматов. Чингиз Айтматов родился 12 декабря 1928 году в Аили-Шикер. Под влиянием семьи будущий писатель с детства приобщился к русской культуре, русскому языку и литературе. Чингиз Айтматов – знаменитый киргизский писатель, пожалуй, единственный центральноазиатский автор, получивший международное признание. Окончив 8 классов, он поступил в Джамбульский зоотехникум, который окончил с отличием и был принят без экзамена в сельскохозяйственный институт. В студенческие годы он писал небольшие заметки, статьи, очерки, публикуя их в газетах. После института работал зоотехником, продолжая писать. В 1956 году приехал учиться в Москву на высшие литературные курсы, которые многое ему дали. Вернувшись в Киргизию, стал редактором журнала «Литературный Киргизстан». 5 лет был собственным корреспондентом газеты «Правда» в Киргизии. По произведениям Чингиза Айтматова снято немало художественных фильмов. Сам Чингиз Турикулович неоднократно выступал в роли сценариста или соавтора. Творчество Чингиза Айтматова признано было не сразу, и прежде чем пришел успех, он много и напряженно работал, искал свои темы, своих героев, свою собственную манеру повествования. С самого начала его произведения отличали особый драматизм, сложная проблематика, неоднозначное решение проблем. С самого начала его произведения отличали особый драматизм, сложная проблематика, неоднозначное решение проблем, таковы ранние повести «Джамиля», «Тополек мой в красной косынке», «Первый учитель». Чингиз Турикулович Айтматов – герой Киргизской республики, лауреат Ленинской премии, получил в 1963 году, лауреат 3 государственных премий в 1968 году, 1977 году, 1983 году получил государственные премии. Чингиз Айтматов – это не просто классик киргизской, русской, советской литературы. Чингиз Айтматов – величайший мудрец. Это создатель отдельного уникального жанра в рамках классического реализма, проникнутого мистикой, притчами, глубочайшим знанием народной культуры, мирового эпоса, легенд. Второго такого писателя в XX веке не было. Материнское поле. Белый пароход. Прощай, Гульсары. Буранный полустанок. Мама. Влюбившиеся в фильмы прошлого века, которые формируют любовь к родной природе и уважение к отчему дому, и связывает их имя автора Чингиз Айтматов. Жизнь и творчество выдающегося писателя-сценариста Чингиза Айтматова ознаменовано яркими событийными произведениями, отождествляющими с собой светлый путь в будущее. Герои его произведений представляют собой в его книгах, можно сказать, тот центр вселенной, с которым читатель живет и сопереживает, перенося себя в пространстве и времени. Моя мать.
Фаим, неужели ты не узнаешь меня? Как тебя зовут? Манкур. Ну подожди, поговори со мной, сынок. Рано лишившись родителей, в 14 лет Чингиз Айтматов начинает работать секретарем аула. Все взрослое мужское население ушло на фронт, и единственный на селе, владеющий грамотой Чингиз, был вынужден решать вопросы, касающиеся различных сторон жизни большого села. Несмотря на то, что его отец был расстрелян как враг народа, юный Чингиз не утратил веру в страну советов. Литература, которой удавалось насладиться только в ночное время, подпитывала его иллюзии в светлое будущее, что можно наблюдать в его произведениях, где герои Айтматова обычные труженики, несущие в себе чистоту и возвышенность, рьяно отстаивают и пропагандируют доброту и справедливость. До сих пор носишь его на груди? Это самое надежное место. Пропитывая высокими чувствами свои произведения и героев, Чингиз Толикулович и сам был носителем доброты и милосердия. Когда в Москве тяжело заболел его друг Микаэль Таривердиев, Айтматов незамедлительно организовал ему поездку и лечение в дорогой клинике Лондона. Чингиз Айтматов с детства ощутил тяготы военного времени. Тогда-то пришла самостоятельность и принятие решений в своей жизни и жизни своих младших братьев и сестер. Наверное, поэтому он и сам стал своим детям прежде всего другом, который оставлял за ними последнее слово. Он был очень добрым отцом, и он всегда имел свой подход к ребенку, не полностью дал свободу. Ему не надо было прибегать к каким-то там наказаниям. Я сейчас пытаюсь своих детей так воспитывать. Творчество Чингиза Айтматова интересовало не только обычного читателя, но и привлекало внимание мастеров кино и театра, которые, в свою очередь, получив согласие писателя, экранизировали и ставили театральные постановки. Чингиз Толикулович прожил яркую и насыщенную жизнь писателя, политика, дипломата, оставив после себя произведения, охватившие 3 эпохи одного столетия – социализма, коммунизма и перестройки. Долгое время Чингиз Айтматов жил и работал в посольствах за рубежом, но при этом оставался патриотом своей родины, пропагандируя знания истории, языка и культуры своего народа. Его книги переведены более чем на 150 языков мира. Наследие великого писателя будет жить в его произведениях, театральных постановках и кинофильмах, перечитываться не одним поколением, где читатели и зрители будут проживать с героями истории, пронизанными добром и любовью. Ребята, прочитайте статью «Литературный хронограф». Составьте тезисный план статьи. Обратите внимание на факты биографии и творчества писателя, связанные с Казахстаном. Также, ребята, назовите 3 момента в ходе урока, когда вы успешно справились с заданиями, и предложите одно действие, которое улучшит вашу работу на сегодняшнем уроке.